Это обращение адресовано жителям Ингушетии и Северной Осетии, а также чиновникам из ведомств по межнациональным отношениям обеих республик, равно как и ко всем, кто заинтересован в нормализации отношений между народами во имя всеобщей стабильности на всем юге России. В этом году в феврале исполнилось 77 лет со дня депортации нашего народа в Среднюю Азию и Казахстан. Об этом сказано много, поэтому нет необходимости вновь освежать в нашей памяти ужасы этого, по сути, геноцида, учиненного преступной властью над конкретными этносами и народами. Эту акцию осуждали практически все мировые державы, а спустя почти полвека это признало и руководство Советского Союза, приняв Верховным Советом декларацию от 14 ноября 1989 года о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению и обеспечению их прав. Таковы страницы новейшей истории нашей страны, России, парламентариями которой и были приняты впоследствии законы и решения, опиравшиеся на указанную декларацию. Все эти документы сегодня в силе, хотя и не исполняются в полной мере, как, например, закон о реабилитации репрессированных народов. Такой нонсенс на самом высоком уровне федеральной власти трактуется как во избежание цепной реакции подобных вопросов на всей остальной территории России, коих по некоторым данным порядка 2000. Не будем здесь лишний раз доказывать, что ни один из этих 2000 территориальных вопросов не имеет такой четко обоснованной законной платформы, как в случае с восстановлением справедливости по отношению к репрессированному народу Ингушетии. Но и это, как говорится, перенесем в разряд вопроса времени. Сегодня предложение следующее. В пригородном районе Северной Осетии, откуда 77 лет назад выселили ингушей, было селение Яндиево, Янтхангиюш, переименованное в Дачное. Если верить некоторым источникам, то именно там было местечко, где в молочных ваннах нежился расстрелянный впоследствии за измену родине Лаврентий Берия, подельник Сталина в преступлениях против народа. Так вот, после депортации ингушей из этих мест автономная республика была упразднена, освободившиеся дома заняли активисты из числа жителей Осетии, а населенные пункты по всей территории были переименованы. Безусловно, цель была одна – стереть память о коренном ингушском народе. Ведь в документах того времени значилось, что местные жители отправлены в ссылку навечно. И для достижения этой цели новоявленные хозяева не гнушались ничем. Согнав со своей родины живых, они взялись за умерших. Начали раскорчевывать кладбища, а из надмогильных камней стали мастить дороги и возводить какие-то объекты. Нормальному человеку сложно представить, какими мыслями руководствуются совершающие подобное. Так вот, остаточные явления такой хозяйской деятельности встречаются и сегодня. Вблизи упомянутого селения Дачное, Яндиево, находится заброшенное водохранилище, на котором шлюзовые заграждения как раз и выполнены из такого стройматериала. Казалось бы, действия палачей, оклеветавших и репрессировавших народы, признаны преступными. Страна приняла закон, который все мировое сообщество посчитало самым гуманным законом 20 века. Однако могильные плиты до сих пор лежат вмурованные в нелепую и оказавшуюся бесполезной шлюзовую конструкцию водоема. Почему бы не собраться нашим общественникам из обеих республик вместе с ведомственными организациями по межнациональным отношениям, подключиться к этой работе и решить этот, в принципе, несложный вопрос. Вернуть могильные камни, если не на свои места, то это уже, в принципе, невозможно, то хотя бы поближе к ограждению местного кладбища. Почему бы с этого малого не начать налаживание соседских отношений? Того, глядишь, и разрядилась бы обстановка, и все ресурсы правоохранительных органов, освободившись от искусственно создаваемых проблем, направились бы на поддержание общественного порядка, на борьбу с тем же распространением психотропных препаратов, например. Ведь когда ингуши массово начали возвращаться из вечной ссылки, а прижившиеся хозяева не хотели освобождать их дома,
обеспокоенное руководство Северной Осетии и предложило оставить пригородный район в составе своей республики, чтобы сделать его символом осетино-ингушской дружбы. Так ингушская сторона никогда и не была против, считая это возможным и тогда, и сегодня. Нигде в России нет места, где по национальному признаку так нарушались бы права одних и предоставлялись бы возможности для других. Нигде больше нет школ, разделенных по принципу для осетинских детей, для ингушских детей. Ни в одном из субъектов России, кроме Осетии, не издавались постановления о невозможности совместного проживания разных народов. Видимо, такие факты и позволили преснопамятному Федору Павловичу Бокову, кандидату исторических наук, назвать происходящее в пригородном районе Северной Осетии обыкновенным фашизмом. И это в то время, когда откровенные недруги нашей страны пытаются переписать историю и умалить роль и вклад нашего народа в борьбе над этим самым коричневым злом. В этой связи общественность Ингушетии предлагает вышеупомянутым организациям обеих республик и гражданам с активной жизненной позицией решиться на проведение совместной акции по демонтажу этих постыдных сооружений из надмогильных камней и плит. Данное обращение можно считать официальным заявлением государственные органы. Ведь должно же благоразумие взять верх над бесславным самоедством и ненавистью к людям только за то, что те никак не откажутся от своей отчизны. Такое внутреннее единение только укрепит регионы по отдельности и страну в целом. А это в сегодняшних реалиях мировой политики нам очень даже необходимо. Мира и благоденствия всем, кто на пути истины.